Известный русский этнограф, исследователь Павел Иванович Небольсин, писавший о кочевых народах в 1852 году, издал книгу «Очерки быта калмыков Хашиутовского улуса». В ней он описал жизнь и быт калмыков, их праздники и обычаи. Мы решили познакомить наших зрителей с отрывком из этих очерков. Женщина, почувствовавшая, что она готовится сделаться матерью, объявляет о своей радости мужу. С этой минуты супруги не разделяют ложе вместе. При исходе беременности супруг на всякий случай приглашает к себе бабку и медика Гелюнга. В минуту, когда наступают первые потуги, муж уезжает в табун, в гости или куда случится. Во время родин он дома не бывает. У калмыков, славящихся атлетическим сложением и телесную силу считающих за особенный талант, ходит поверье, что помощь родильницы другими мужчинами хатона совершенно и навсегда истощает силы мужчины, и что калмык, какой бы он силач ни был, теряет эту способность навсегда. Отнятие пуповины у младенца совершается особо приготовленным для этого случая и весьма тщательно наточенным простым калмыцким поясным ножом. Мать бережет после этого нож в заветном своем сундуке, как святыню. Для каждых родов готовит особый нож. Ребенка сейчас же обмывает теплой водой и обвертывает его летом в холстину, зимой в саксак, то есть молодую овчину с нежной и длинной шерстью. Ребенка, для того чтобы его можно было осторожно держать на руках, кладут на лубок и в ожидании появления материнского молока дают ему полусваренный бараний курдюк, обточенный в таком виде, чтобы ребенку легко было его сосать. Между тем посылает человека в Хурул и приглашает Гелюнга Зурхаче. По приезду в Зурхаче ему объявляет о времени появления ребенка на свет. Зурхаче, получив такое сведение, открывает книгу Зурхан-ном и, сообразив все подробности, сообщает цвет материи, из которого должен быть сшит бу, тельник, и объявляет, изображение какого именно шитена должно быть в тельник вложено. Изображение шитена зашивает заранее определенного цвета шелковый мешочек, испещренный избранными словами молитвы, и тельник этот надевает на ребенка на один только день, предназначенный Гелюнгом Зурхаче. После тельник подвязывается к зыбке, в которую со временем переложит ребенка с прежнего лубка. А когда ребенку минет года 2-3, тельник этот надевает ему на шнурочки или на шею, или через плечо, и уже навсегда с тельником калмык не расстается всю жизнь. Павел Иванович Небольсин. Халмык келин, өрүжелтин төв.